В Пакистане оппозиционная политическая партия «Объединенное национальное движение», придерживающаяся в основном светских взглядов, призвала к приостановке деловой активности в портовом городе Карачи на юге страны в знак протеста против рейда полиции в штаб-квартиру партии. Забастовка фактически парализовала целые районы города, в которых были закрыты магазины. По заявлению полиции, в ходе рейда были арестованы несколько человек, а также изъято нелегальное оружие. Со своей стороны партия «Объединенное национальное движение» отрицает какие-либо нарушения закона. В столице Таджикистана Душанбе состоялись международные консультации на высоком уровне по вопросам безопасности. В них приняли участие представители Европейского Союза, а также 5 стран Центральной Азии – Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Речь шла о проблемах безопасности в Афганистане, а также об угрозах терроризма, исламистского экстремизма и наркотрафика для стран региона. Участники встречи особо подчеркнули, что эти проблемы обострились в последнее время в связи с расширением участия молодежи в террористических организациях, подобных исламскому государству. В столице Грузии Тбилиси представители политических партий и неправительственных организаций подписали декларацию в поддержку реформирования системы выборов в стране. Они призвали власти к введению системы пропорционального представительства, при которой количество мест той или иной партии в парламенте напрямую зависит от процента голосов, полученных ее представителями на общенациональных выборах. В Бишкеке Национальный банк Киргизии открыл выставку, посвященную истории денег в стране. Ее экспозиция включает как древние монеты, так и советские или российские рублевые купюры. В 1993 году Киргизия, первой из бывших советских республик Центральной Азии, перешла на собственную валюту – киргизский сом.